كويت صاحبه بيجنش خلص بدأ يوشي تبع مش بقوي كمان ما تبدنا كوي إذا نش كوارتيش هيد بتيجون بيجدونا أوروبا ده كده دكتور ساعل وخاخل نعتبر نحن ساعتين دهنا действительно там вот ино что абарабол на вы вынужден там вот помнишь я сказали вот что да что абар на потом что абар бутсан дона жил позже представить или вы хотели вождю и шадет не выгушу вы ам ди аише что сказали Европа цаца направление что Турция цаца Казахстан цаца خلي вы adam ثاني وين دوك وين ثاني يوش مش بيش ولا تعول لك ديالو شويه ولا دايش ضيع ديش كده يدورش не убит. Такое заявление президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал в начале года на встрече с министром Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсайлом Саралиевым. Сегодня программа возвращения в республику всех вынужденных переселенцев, и особенно из стран ближнего и дальнего зарубежья, не изменилась и считается одной из самых приоритетных. Республиканские власти обеспокоены данной проблемой не на шутку, и на то есть свои причины. Многие наши соотечественники бежали от войны, как им казалось, за лучшей долей, но на деле, как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Большая часть покинувших республику людей сегодня проживает за границей в специальных лагерях для беженцев. Многие из них хотели бы вернуться в свои родные края, но нет возможности. В свое время они покидали Чеченскую Республику, не веря, что на чеченской земле когда-нибудь придет мир и порядок. Они спешно продавали свои дома, имущество и уезжали в европейские страны. Зачастую нелегальным способом пересекая многие иностранные границы. Сегодня, как и тогда, им приходится скрываться от местных властей, не имея даже элементарной возможности обратиться в медпункт. У этих людей нет никакого официального статуса, документов и, соответственно, человеческих условий для проживания. Такие лица скрываются от властей, опасаясь депортации, работая за гроши и практически сводя концы с концами, но зато не в России, а за границей. В небольшой комнатушке приходится ютиться целой семье. В одной комнате живут как мужчины, так и женщины, что с точки зрения вайнахских традиций и исламской религии совсем неприемлемо. Чуть лучше проживают официальные беженцы из Чечни, но даже выделяемое государством пособие порой не хватает на оплату коммунальных услуг. И потому многие надеются, что вскоре вернутся на свою исконную землю. دل خوش دو دیروش دو ستوسوش دو صانتاش نوچ خلدیس داشته ودنیان جو تومی چادا داشتی تا داخل سرول تا ایست سرول تا باهم سرول کنسینتیم سرول تو خرطح تا مخبات تا صدات تصنيس داشته شدو قهيوش داش شدو بال لازم شابي أشلي. До сих пор, спустя почти 10 лет после последнего оттока чеченских эмигрантов, неизвестно точное количество чеченцев, бежавших в 90-х годах, сначала во время первой, а затем и во время второй чеченской кампании. И несмотря на все заверения руководства республики и государственные гарантии о выделении жилья, возвращаются единицы. Такому слабому притоку, по мнению главы республики, служит отсутствие достоверной информации из Чеченской Республики. Именно поэтому на последней встрече с руководством двух телерадиокомпаний «Грозный» и «Войнах» Рамзан Кадыров сообщил о намерении установить в домах иммигрантов спутниковые тарелки и телевизоры для просмотра чеченского телеканала. Помимо этого, за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмада Кадырова нуждающимся будет оказана помощь в необходимом лечении. Нет хорошей жизни. Она бы она базовая, мух плати башкат, ирбел ходишь, да твам меня ходишь, он название, да он разные, да он دون направление شو قال عليكم دون فيديو شو لازم خلاص دون بس هنا هينت شاشكيتك دون شاش ليرو ديك شاش دون ليرو دق دي نقطع دون سريرو شين ربوش كده دون يو دون وي دون باكات تاع وديش نك تعم انا اسمه خلاص وتلاقيش كده دون وتنيتو возможность انت نخوت تلفزيون عاش أنا تسيا بلاتني جو أنت دون خدت دون أحشر شو كنا مخيلة دون ده جزنا فطور تاع وخا دوكمنتش كده شيء أنت خدت دون أبلاتين دون متكوش دون وإسفند دون تيجي حاجة عايش دون لازم نقص درس يوم كذا دون بقي يا إيه دون سيرة غير كده عشان التلفزيون أنت خدت الناس كده دون شو بين سبوتريلي دون как развивается республика, именно не по плане, экономическом плане или восстановление, именно духовно-нравственно, культурно, наука, спорт, и направление, чтобы они видели, чтобы они смотрели, равнялись на чеченцев, а на европейцев,
чтобы их дети получали воспитание, или компания, и побольше надо постараться отправляться и ночи газет, ночи журналов, и духом عشان يدخل تلاقي 100-200 газет, журнал, это дюйш, может быть, и всячески надо стараться, но غدا نوشка целая ложь, возможность, я представляю, именно, она всегда можешь больше нахвалиться, вот эти, общественного фонда. Я не просто слова говорю, чтобы ты знал, я реально даю поручение тебе. Я в случае муслим поручил людям, это фонды, на охоту, реально, чтобы помочь им людям, на дух представленного, на больнице, берет, ходишь, вообще это говорили, хусам да, это работа, по дух на и сам был нах, они сейчас поняли, больше больше на будь караван, чем больше. Сега я واخد من عبان شيء مصمم يحكي كنا يتصبح بوح متجات تصبح возможность и больной человек излагает наш больше. Если был наш عبان أبوه إذا квартира рулится до дома до этого не тигрулю. Помощь, которая будет вскоре оказана для чеченских иммигрантов, не единственная. Планируется, что вскоре в 6 странах Европы, в которых проживает наибольшее количество выходцев из нашей республики, откроется представительство Чеченской республики. Они заработают в Германии, Австрии, Бельгии, Польше, Франции и Дании. В их задачи будут входить оказание помощи чеченцам, изъявившим желание вернуться на родину, содействие желающим остаться жить в странах Европы в трудоустройстве, поступление в вузы, другие учебные заведения, защите их прав и так далее. По данным республиканского правительства, на сегодняшний день в Европе проживает свыше 200 тысяч чеченцев. Мы, конечно, могли бы этого представителя представить этим властям и сказать, что он будет отвечать за все проблемы, позитивы, за все хорошее, плохое именно в этих странах, и как будет представителем от Российской Федерации, потому что это все граждане Российской Федерации. Вот я в Австрии, например, это заявление с приветствием отнеслись. Во Франции нам поступило на ваше имя сотни благодарности уже на наш сайт о том, что благодарят за то, что мы смогли и планируем вот так сделать. Диктата спилаш, но есть большое количество людей, обманутых, продали квартиры, продали жилье, продали все, что у них было, и попали в эти ловушки, в эти лагеря. До сих пор сидят и удивляются. Несмотря на то, что чеченские мигранты продолжают прибывать в другие государства, обосноваться там с каждым днем все труднее. Да и едут они не из-за угрозы собственной жизни, а ради лучшей доли. Таким вот незамысловатым образом некогда политические беженцы постепенно превратились в беженцев экономических. При этом стало практически невозможно получить легальное убежище в иностранных странах и тем более иностранное гражданство. Одни считают беженцев людьми, навсегда утратившими свои национальные корни, которые уже никогда не смогут влиться в чеченское общество. Другие, наоборот, уверяют, что, вернувшись на родину, они смогут поделиться набравшимся опытом и тем самым смогут ввергнуть Чеченскую республику на качественно новый уровень развития. Кто из них прав, вскоре покажет время. Сегодня же ясно одно. Чеченским иммигрантам необходимо увидеть, как развивается не только экономика республики, но и культура, наука, какие успехи достигнуты в спорте, как продвинулось общество в своем духовно-нравственном развитии. Они должны своими глазами увидеть, что общая цель чеченского народа – укрепить единство и сохранить свои корни. Представительство, именно курильских представительств новой республики. Я херахин стал, в первую очередь, тоже тогда херахин. Как за рубежом, поехал я еще дом, представительство уволило, насчет нашего письма, на урос, отец смотрит, вы бьются бога, шум, хуешь, от руководства республики, но вот пускай Аллах, она хатали, она зимбох. لا بالسنة يكون مخان يالي أسنبرد دوها أستاذ كده أصلا زي ما أنا بوخ لا بالسنة يسوع كده.
В целях разрешения сложившейся ситуации вокруг мигрантов из Чеченской Республики при правительстве создана Республиканская межведомственная комиссия по разработке и контролю за реализацией региональной программы оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Местные власти уже заявили о необходимости создания единой информационной базы данных людей, изъявивших желание вернуться в Чеченскую Республику. К 20 октября планируется разработать специальную региональную программу, а также межведомственную рабочую группу для выезда за рубеж.